Ассаламу алейкум и витаю вас, друзья. Сегодня 28 октября 2022 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Реалити. Аслан Арцуев Реалити в ТикТок и в YouTube. Друзья, приветствую. Снова незапланированный, так как не могу никак начать планировать. Не получается по времени. Поэтому снова не запланированное. Друзья, приветствую вас. Каствалви, Казмус, Леди. Так, оповещение пришло. Говорит, отлично, отлично. Видимо, устали они, устали. Сегодняшний наш стрим называется «Русня на пороге грандиозного шухера». И давайте поговорим. Задавайте ваши вопросы, ставьте лайки. И распространяйте ссылку на наш стрим. Это очень помогает, друзья. Если вы раскинете ссылку в WhatsApp, прямо сейчас, кто сейчас заходит, раскидывайте ссылку в WhatsApp, в своих социальных сетях и пишите ваши комментарии, друзья. Первый раз, так, Машуаль Асламашал Хиль, первый раз попал на прямой эфир первым. Кузьмин Кузьминов. Витаю вас, Кузьмин. Каста Лавия Рем Машоуэль. Машоуэль, леди Шевель Гоэль. Всем доброго времени суток, боледес. Итак, друзья, сегодня снова бои возобновились особой интенсивностью. Давайте я вам зачитаю, пока все собираются. Зачитаю о потерях. 480, почти 500 уничтоженных оккупантов, 9 танков, 14 бронированных машин, 8 артиллерийских систем уничтожено, 1 самолет и 2 вертолета сбито, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, 10 автомобильной техники и цистерн, и 1 специальная техника уничтожена. Слава ЗСУ, могу сказать по этому поводу. Это очень-очень супер. Очень-очень, друзья. И так, где он? Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Так, Машуаль, свобода или смерть. Ассаламу алейкум всем, ассаламу Машуаль, эфир жаркий, хирюйгар. Посмотрим. Седа. Садеда, бяхмубилла, алейкум салам, Садеда. Ассаламу алейкум, Довили, я вас приветствую, алейкум салам. Нет, Кузьмин, я не из команды. Героям слава, Микола, приветствую. Эким, да, я правильно прочитал первую букву? Эким. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Так, ассаламу алейкум, Зелимхан, вараматуллаху баракату, алейкум салам. Ахмед Босс Ильяс Гадабошев. Салам алейкум, Ингушетия. Тогда придут на Кавказ англичане и турки, говорят, придут. Когда придут на Кавказ англичане и турки? Не знаю, Ахмед. Не знаю, когда они придут. Файтер, салам алейкум, алейкум салам. Витаю, Файтер 2019. Так, друзья. Давайте вернемся сообщением. Я тут прочитал очень интересную притчу, ну или может это было на самом деле, не знаю. Ну, давайте я ее вам тоже прочитаю. Когда Чингисхан осадил Бухару, он не смог взять его с налету штурмом, поэтому написал жителям города: тот, кто на нашей стороне, находится в безопасности. Жители Бухары разделились на 2 группы. Первые из них отказались подчиняться Чингисхану, а вторые согласились. Чингисхан написал тем, кто согласился ему подчиниться: если вы поможете сражаться с теми из вас, кто отказался, мы доверим вам ваш город. Итак, они последовали его приказу, и между 2 группами вспыхнула война. В конце концов, сторонники Чингисхана, так называемые новые, вновь прибывшие сторонники Чингисхана, победили. Но большим потрясением стало то, что завоеватели взяли в руки оружие и начали их убивать. И тут Чингисхан произнес слова: если бы они были верны,
что они предали бы своих братьев ради нас, когда мы были для них чужими. Мораль: предавший один раз, предаст и второй. Вот такая вот мораль. Мораль моральная. Так, скорее бы уже закончилась война. Слава Украине. Привет из Казахстана. Свободу всем чеченцам, якутам и так далее. Ну, привет тебе, Казахстан. Спасибо за слова поддержки. Сегодня турки задержали крымскую татарку, журналистку, гражданку Украины в Турции по запросу России. А вы говорите Турция. Турция пусть останется при своей границе. Англия — это другое дело. Файтер, ну это первый, то, что я прочитал, был от Файтера сообщение. Смотрите, задержали — это еще не значит выдали. Есть такая организация, как интернациональная, международная Интерпол, международная полиция, которые обязаны, когда вам поступает запрос, задержать человека. После этого начинается выяснение. Тем более, если она является гражданкой Украины, я не думаю, что ее как-то могут передать России. Тем более, как из Соединенных Штатов Америки, так и из Турции выдачи никого нет. Турция никого не выдает. Поэтому не будем спешить с выводами. Но Турция, я скажу, ведет себя по-разному. По-разному себя ведет. Турция пусть останется при своей границе. Англия — это другое дело. Кузьмин Кузьминов. Видя активную деятельность в Украине, деоккупацию. Кузьмин Кузьминов. Не все то золото, что блестит, как выяснилось. Поэтому я об этом много говорил, сейчас не хочу возвращаться к этой персоне. В чеченском обществе эта персона не пользуется поддержкой, я вам могу сказать. Вітаю вас, здоров'я і успіхів. Дуже дякую, сэр Blackbird. Салам алейкум всем, сахав алейк салам, шалом, Израиль, шалом. Твой, к сожалению, ник прочитать я не могу. Вроде бы сейчас России перестали выдавать. Ну, Турция не выдает. Хамзат, ва алейкум ассалам. По запросам Интерпола в Россию больше не выдают. Но Россия научилась хитрить, иногда требует выдачи в сопредельные страны типа Беларуси. Так, салам Холничак, салам. Алейкум. Так, ассалам алейкум, машваля, машал гиль, сову. Алейкум, приветствую вас. Лейла, приветствую. Спасибо вам за поддержку Украины. Пожалуйста. Ты где живешь? В квартире. В квартире живу. Осел, груженный золотом, берет любую крепость, а потом этот осел золотом идет к следующей крепости, а предателя едят шакалы. Слова Чингисхана. Сильно. Аслам Машуэль, Маршал Хиль, Салам Маршал Масарга, Маршуэль, Фрея. Так. Тау або інакше сподіваюся, що Ічкерія буде вільною. Слава Україні та Ічкерії. Героям слава, Кузьмин. Героям слава. Героям слава. Знаете, Кузьмин, вы, украинцы, тоже нас в этом плане тоже поймете. В последнее время мы очень хорошо начали друг друга понимать в отношении вот этой войны, в отношении фашистской России. И конечно, это не шпиономания. Недалеко, конечно, заболеть шпиономанией со всем, что здесь происходит. У вас агентуры полно, даже сейчас, хотя сейчас вроде бы, я слышу, применяются очень правильные шаги и очень такие действенные шаги в Украине против агентуры, но при всем при этом
такая же беда есть у нас. Ну, я даже сказал бы, она у нас в десятикратном размере присутствует. Потому что мы потеряли контроль над своей территорией, над своей страной, и фактически все наши лидеры погибли. В этом плане у вас получше дела, ваша страна не оккупирована вся, и лидеров вы еще, ну дай бог, не потеряли и не потеряете. Поэтому у нас большой бардак. К большому сожалению, я вынужден констатировать эту правду, но это не говорит ни о чем, ну, кроме того, что тяжело, остальное все это поправимо, все поправляется. У нас еще большая проблема то, что наши родственники находятся в оккупированной Ичкерии, и из-за этого многие просто не выходят из тени. Достойные, уважаемые люди, которые, кстати сказать, многие уже не молодые, не выходят из тени. Но будем посмотреть, будем посмотреть. Маршал Дубусал Нере, Танана Вей Шойз Нохчичу. Танана Вей Шойз Лапир Нохчичу. Соцакитер Саид Маршал Вигаду. Майкл Маршал. Ваше мнение о бреднях Путина на Валдае? Ну, я не знаю, что сказать. Как обычно лжет. Как обычно лжет. Это преступник, человек, который ни ровным счетом ничего из себя уже не представляет. Конкретно, если сказать, ложь. Я услышал ложь. Было противно даже смотреть. Я перелистывал, перематывал. Орг, оккупационный российский комбинат. Ассаламу алейкум, братья. Асколи ва алейкум ассалам. У нас ценности сейчас сравнялись, поэтому стали понимать друг другу. Да, совершенно верно. Салам всем свободным людям. Салам ассалам. Салам Эд. Салам. Западу невыгодно, чтобы Россия распалась. Они боятся этого. Сейчас идет борьба страхов. Страх это что фюрер сойдет с ума и кинет бомбу, борется со страхом распада РФ. Я очень надеюсь, что вы ошибаетесь, Жен. Я очень надеюсь, что на этот раз Россия распадется и никто не будет ей мешать. Слава Украине, славочке, героям слава, Александр. Да, ты юморист, говорит. Ну да, не без этого. Так. Я вважаю, що інформаційна війна дуже важлива. Росія, Україна проиграла цю войну. Так. Асан, в Казахстане 20 ноября будут президентские выборы. Как думаешь, будет революция, как в январе? Я не знаю вообще, как бы ситуацию в Казахстане, не очень владею, не могу сказать. Я вважаю, що інформаційна війна дуже важлива. И Россия, Украина проиграла цю войну. И Россия в Украине проиграла. Да, Кузьмин, совершенно верно. Пока мяч полностью на нашей стороне. Асан, слышал, Муслима Чеберлоевский и Адама Асмаева наградили честью нации. А кто это сделал, если не секрет? Наши воины ждут нас... Нет, я не слышал. Свобода или смерть. Наши воины ждут нас там, мы им расскажем о победе над Кремлем. Заметили, что у Путлера на правой руке черная метка, как у Елизаветы II? Нет, Дестройер, не заметил. Уже никто не слышал, что он там на Валдае говорит, просто смотрели, как выглядит. Не слушал, да-да-да. Джейн под санкциями без ботекса. Да. Пойдемте, так. Бредовые мечты у тебя. Мама Россия была, есть и будет. Да, ты уверен? Ну, на этот счет у людей разные мнения есть. Несостоявшаяся фашистская страна идет к своему логическому завершению. Так. Я вам хотел кое-какую новость рассказать.
друзья, пишите комментарии, ставьте лайки. Так. О, к нам сколько троллей пожаловало. О, лучше бы мужским делом занялся бы, говорит Эдуард Финк. Так. Доброго вечера вашему дому. Говорят, после того, как кадыровцы накрыли штаб, то Рамзанка дал приказ отваливать. Ну, может быть, оттуда, где накрыли, и дал приказ. Но, друзья, вы должны понимать, что ничего не закончилось. Мобилизация идет. Людей насильно забирают. В том числе начали вот сейчас уже женщин призывать, которые служат в их банд полиции, бандных структурах. Поэтому пока не могу сказать, что там они отступили. Нет такой у меня информации. Да, потери есть. Была информация, что около 100 человек уничтожено там. Ну, посмотрим. Посмотрим, что да как. Так. Вот тоже интересная тема. Путин, вы знаете, что касается нашего государства, конечно, у нас есть издержки. Прежде всего, это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю. Есть экономические потери. Но есть огромные приобретения. То, что происходит без всякого сомнения, в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, в конечном счете идет на пользу России и ее будущего. Да уж. Да уж. Так, возвращаемся к вашим комментариям. Так. Идите гуляйте, уже надоели со своей Россией. Как считаете, в Иране добьют режим аятолл? Я очень надеюсь, что этот повод, то, что они дают ракеты, дроны фашистской России, станет поводом, основанием для уничтожения режима аятолл. Ну, я не знаю, что будет. Рано или поздно она распадется на мелкие кусочки. Дай Аллах нам видеть своими глазами и побывать в Чирии демократической. Скоро, Асколя, скоро. В следующем году можете приезжать уже. Я так думаю. Надеюсь, скажем так. Не будем забегать вперед. Сирена звенит нам треба на притулок. Слава всем волелюбным народам та краинам. Аминь. Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. Это про пыню. Будем надеяться. Сидите в РФ, а в других тянете туда ублюдки, говорит Саха. 77 людей в чате и только 30 лайков. Ставим подобайки по нове.
Говорит Микола. Но дело в том, что, Микола, не все могут оставить лайки, потому что, ну, во-первых, есть некоторые, кто на работе, они не поставят лайк, и есть те, которые находятся в фашистской России. А так все остальные ставьте, распространяйте, пишите комментарии. И самое главное, очень бывает, для того, чтобы стрим разошелся, нужно в социальных сетях везде кому-то взять на себя. Нужно это всем сделать, а так попробовать хотя бы каждый из нас по чуть-чуть, и так, кто может побольше заняться этим. И просто ссылку на наш стрим, что в YouTube, что в TikTok, просто расшарить ее везде, там, в социальных сетях, в группах WhatsApp, там, везде, где можете. Так, привет, Дакота. О другом ты слышал, о вулкане в Йеллоустонском заповеднике? Ой. Так, кролики. Говорят, что Путин отчаянно просит переговоры, что даже какого-то из Гвинеи-Бисау подослал к Зеленскому недавно. Но не подослал Йен, у них была официальная встреча, и он на этой встрече, глава Гвинеи-Бисау, снова сказал Владимиру Зеленскому, что Владимир Путин хочет с ним вести переговоры. Но о чем можно говорить, когда уничтожаются гражданские объекты, уничтожается гражданская инфраструктура, убиваются каждый день люди, о каких переговорах можно говорить, аннексируются территории Украины. Им нужно время, они не отстанут, и все это должны понимать. Им нужно время, они не справляются. Я думаю, наверное, Закаев, но это тогда незаконно, хотя они заслуживают эту награду. Ага. Я бы не стал бы брать у него эту награду, пока вокруг него эта агентура собралась. Я не знаю, почему люди так себя ведут. Разве мы опыта не набрались? Разве нам не хватает того, что было? Это дело каждого. Это дело каждого. Мое дело, их дело их. Ассаламу алейкум, алейкум салам, ассаламу алейкум. Когда Украина победит, будет ли в Чечне война? Алейкум ассалам. Война в Чечне не будет. Будет полицейская операция по задержанию одиозных коллаборантов. Делир салам машал хуэль криксал. Машуэль сош. Пожалуйста, только правду говорить. Говорю правду. Да я уже 100 раз говорил, пересмотри мои видео. Тебе правду сказать. Ты такой интересный. Ахмад Псина, доброго здоровья, всем здравым. Роман, витаю. Из Херсона жители депортируют, орки хотят устроить там крепость. Я думаю, и Владимир Зеленский об этом сказал, и я ранее об этом говорил, у меня нет никакой информации, от какой-либо вообще спецслужбы, но я просто делал выводы и понимал, что в Херсоне они готовят западню. И сегодня Зеленский об этом сказал, что готовится в Херсоне западня, и украинскую армию хотят втянуть в уличные бои. Им кровь из носу нужно разбить украинскую армию, костяк этой армии, которая уже обкатана в многочисленных боях. У них новобранцы, все их, кто более-менее умел воевать, уже уничтожены. Поэтому в этом плане я думаю, Херсон штурмовать не нужно нашим. Ни в коем случае. Конечно, виднее ЗСУ, генеральному штабу виднее, что там делать. Но мои наблюдения, мы же обсуждаем только мое мнение. Забирают тех, кто накликал на себя беду, они сидят на диване, 1100% оскорбляли украинцев, судьба справедлива.
Так, да, прислал президента Гвинеи-Бисау к Зеленскому. Да, было дело. С 1 ноября они планируют что-то масштабное. Посмотрим. Да, Алмула Фрея Аслан. В чем смысл Западу тянуть резину по поставке оружия в Украину? Аслан Машуэль. Ну смотри, я, наверное, открою небольшую тайну, но опять же у меня нет никакого инсайда, я только полагаю. Я полагаю, что никакого затягивания с поставками оружия нет. Ну, я предполагаю только, так как Украина абсолютно спокойно воюет, контрнаступает, Харьковский, сколько территорий уже освобождено, закрепляется на новых рубежах и так далее, и так далее. Для того, чтобы, например, передать самолеты, один сенатор выступал, он говорил, что они будут и самолеты передавать Украине, и все остальное. И он говорит, недостаточно отдать просто самолеты, недостаточно даже просто обучить летчиков летать на этих новых там каких-нибудь F, как они там, 15 или 35, я не разбираюсь в этом. Он говорит, что это целая система. Ведь два пилота, которые сидят в самолете, это всего лишь два человека от огромной команды, которые полностью этот самолет обслуживают и так далее, и так далее. Там нужна целая инфраструктура для того, чтобы эти самолеты обслуживать и так далее, и так далее. Плюс, конечно же, не все, наверное, есть в наличии, да, потому что не каждая страна, например, наша Германия, не хотела давать оружие, потому что у нее ничего не осталось бы. Отдать все свое оружие, ну и поставить себя под угрозу, ну, это нельзя, это незаконно, так нельзя, так не делается. Для этого нужно производить оружие там, и так далее, и так далее. Плюс причины могут быть в агентуре, которая есть в Украине, российской агентуре, которая есть в Украине. Отдать хаймарсы, которые захватят русские террористы, или же отдать какие-нибудь новейшие технологии, которые попадут в руки русским террористам, но не хочет никто. Поэтому нужны какие-то гарантии. Потом нужно как-то побороться с коррупцией. А коррупция в Украине и вообще на всем постсоветском пространстве была из самых главных таких вещей. Ведь больших проблем. Ведь если отдать все это оружие, а потом Украине придет какое-нибудь ГБшное руководство или еще что-то, или просто Украина поругается с Америкой, или еще что-то произойдет. И все это очень сложно, не так просто все. Но мы видим, что Украина отвоевывает территорию, и мне кажется, опять же, у меня нет никакой информации, но то, что говорят постоянно, нет оружия, недостаточно оружия, это хорошо, это надо говорить, чтобы еще больше давали. Как говорится, на войне, как и денег, оружия больше мало не бывает, много не бывает. Поэтому как-то так, я думаю. Но то, что Украина справляется, мы видим. И полностью инициатива на стороне Владимира Зеленского и Валерия Залужного. Валерия, да, по-моему? Если я не ошибаюсь. Так, давайте почитаю здесь, в ТикТоке. Так, пожалуйста, только бы... Салам, Маршал Германия. Маршал Хольмака. Аслан Зудари, Бухинс, Керчин, Тамибайт. Да, Макка, да, сейчас женщин сейчас уже призывают. И это, да, я видел, знаю. Да, так, подождите, я, наверное, это увеличу, чтобы мне было видно, а то я... Слава Украине, дашь героям слава. Так, Германия в НАТО, там есть защита. Да, конечно, есть защита, но до того, как кто-то подойдет, нужно же и самому как-то иметь свою защиту. Германия сейчас выделяет, много уже начала выделять. Позиция Германии, она определяет. Знаете, здесь в Германии агентуры не меньше, чем Украины. Но если и меньше, то не намного меньше.
Поэтому здесь инфильтрация очень многих структурах, органах российской агентуры это имеется. И в этом плане Штази, она работает. Поэтому здесь не все так просто. Да? Мы одного Шредера достаточно. Даже про Меркель говорят кое-что, хотя почему-то мне не хочется в это верить. А про Шредера это откровенный человек, который является дружком террориста Путина. Как-то так. Тут эрчен мончола итам туам балит. Да, цен берем бон цен ла. Так, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Чечен Мох и 95 тудин аль-Хуаттина. У тебя, по-моему, флаг Ичкерии там, и Дудаев, если я не ошибаюсь на это. И почему у тебя стоит 95, скажи мне, Чечен Мох. 95 это номер, который нам русские присвоили. После того, как захватили. Это тебе как в концлагере номер, помнишь, на руке убивался, там, выжигался. Вот точно так же это нам присвоили. Лером цбона свег. Хо ценвала, хо мюшк свегуаца, дадах караули дон. Неужели кадыровцы сдадутся? Я очень надеюсь на это, что они сдадутся. Я очень надеюсь. Я очень надеюсь на их благоразумие. Не кадыровцев. Кадыровцы это те, которые служили этой фашистской России. А тех мобилизованных, которые, я очень на это надеюсь. Я постоянно их к этому призываю. А Шольц-то почему? Криксраун. Шольцен маала хума. Витатра Шольц бошдается. Так, пойдемте дальше. Этот президент настоящий людоед, я его не унизила. Нет, Жен, это не людоед, это обычный президент африканский. Почему его людоедом? Не все африканцы людоеды. Что это за чеченец без родины? Живет не в Чечне, а где-то на Западе, говорит Даниэль Валеев. Да, интересно у тебя вообще логика, я тебе скажу. Значит, если я поеду в Чечню, я чеченец. Если я выехал из Чечни, я не чеченец. Ага. А если уважительная причина? Тоже не чеченец. Не говоря уже, без причины не выезжать нельзя, да? Ну ты бредишь просто, ты нет. Шойгу доложил Путин, что мобилизация окончена. На России закончились мобики. Это неправда. Мобилизация не закончилась ни в Дагестане, ни в Чечне. Кстати говоря, мне позавчера задавали вопросы по поводу Дагестана, изменения Конституции и так далее. Там каждый день отправляют людей, самое первое на войну. Первое место по погибшим это Дагестан. Они обсуждают какую-то конституцию. Такая у них отвлечение внимания, я могу это сказать. Ну или ненависть, не знаю, любовь к России, ненависть к соседям, наверное, так? Никаких переговоров о том, что Путин хочет сохранить, потому что Путин хочет сохранить свой режим. Какая инфа по поводу задержек по поставке оружия и так далее? Это все ложная инфа, инфа Кремля, специально вливают через тех, кто якобы против Кремля. Майкл, не всегда так. Не всегда так. Наоборот, если говорят задержки с оружием, это России невыгодно, если этих задержек нет. Зачем им это говорить? Другое дело Россию вводить в заблуждение, что вот не хватает оружия, и русские говорят, мы сейчас там покажем там и так далее. Хотя, наверное, то, что украинцы просят, конечно, мы очевидно знаем, полагаем, очевидно, что и недостаточно этого оружия. То, что украинцы просят, все им не дается. Но дается больше, чем, например, я ожидал. Эгон Чурбейн, агент ФСБ, Ума Олаш. Эго Чурбейном, це Оларой. Дагестан и Бурятия. Да, Дагестан и Бурятия на первом месте. Я тоже когда-то безом Буанвар Меркелик. ФСБшница разочаровала меня. Но безал Багалом, хозяйцари. Поверь, брат, Шольц тоже агент ФСБ. Ну, не поверю.
Не поверю. Так, правда и ничего кроме правды. Даже когда вру, я говорю правду, Аль Пачино, говорит Майкл. Как вы думаете, какие шансы стать президентом ЧК после падения режима? Мне все равно на этого человека. Вы можете просто не говорить. Этого человека для меня не существует. Пока у него есть это окружение из разных людей, которые не гнушаются дружить с русскими агентами и так далее, и сами наверняка такими являются. Мне абсолютно все равно. И президентом он у нас не будет. Не будет никогда. Его чеченский народ не поддерживает. Асан, что скажешь про революцию в Казахстане? Я не знаю, Андус, я не знаю. Путин с приблотненной улыбочкой глумился над людьми. Это он умеет. Так, где наши модеры? О, Гибнюк, Искандер, Гастарбайтер. Так. Российские депутаты в Думе приняли закон в Думе, что они теперь претендуют на Литву, что вот, дескать, Вильнюс и Клайпеда не принадлежали до войны Литве. Ну, говорить они могут все что угодно. Вообще, депутаты Государственной Думы это вообще никто, это ноль, это просто статисты. Поэтому что они там говорят? Все, что может, это банда ФСБ и банда армия, так называемые вооруженные формирования фашистской России. Вот все, что могут, вот они показывают Украине, больше ничего не могут. Напасть на страну, участницу НАТО, да, члена НАТО, никогда они на это не пойдут. Идите воюйте, патриоты России. Что тут делаете? Шакалы, говорит Саха Крым. Да, совершенно верно. Искандер, ты, наверное, забыл, как выглядит твой флаг. Так, требую от Литвы выйти из НАТО, сумасшедшие зазихают на Литву. Ваша неделю назад Раша дала $1,5 миллиарда, равное рублю Лукашенко. Белоруссия не откроет ли второй фронт, чтобы растянуть силы ВСУ? Спрашивает Осколи. Вот и мне кажется почему-то, вот этот последний козырь Путина, это нанесение удара со стороны Беларуси при помощи белорусской армии и чмобиков. Вот мне почему-то именно это кажется. И вот если это правда, то, что ты говоришь, сейчас она $1,5 миллиарда Белоруссия выделила и все такое, но это Осколи подтверждает мою версию. Я ее уже давно высказываю. Ну, посмотрим. Я надеюсь, украинские власти это тоже знают. Украинское вооруженное командование. Так, мы в Беларуси не боимся, потому что там непроходимые места, там ни Наполеон, ни Гитлер не прошли. С тех пор все болота все еще на месте. Там, естественно, преграда речки и болота не проходили, там техника не пройдет. Ну, я бы не сказал, конечно, что там вообще нельзя пройти. В Мариуполе серийные убийства женщин с выколотыми глазами оккупационные власти отказываются расследовать. Явно садисты ФСБшные приехали и безнаказанно себя ведут. Ужас просто, Жень. Это ужас. Так, не сдаются те, кто под кадыровским флагом мобики, а зря. Знаете, сейчас пошли такие слухи, мне тут товарищ написал и говорит, что начали кадыровцы говорить, ну или знаете, полукадыровцы, это к полукедах, начали говорить, что против Чеченской Республики воевали украинцы, Ичкерии, вместе с русскими были наемники и так далее. Один известный Юрий Буданов, русский, но сам с Украины, с Донецка. Ну и я не сомневаюсь, что было больше таких людей. И сейчас нам рассказывают, что вместе с русскими воевали украинцы против чеченцев. Это, конечно, отчасти правда. Были такие, как сейчас есть кадыровцы, которые едут воевать против Украины. Но они хотят это представить так, что вот
что война против Украины, она законная, так как украинцы приезжали, теперь едут чеченцы и тоже воюют. Но в таком случае возникает вопрос, почему они едут тогда рядом с русскими, которые тоже, которые были инициаторами этой войны и главными убийцами чеченского народа. Если кто-то хотел поехать воевать против Украины за то, что какие-то там отморозки приезжали воевать против нас, то почему бы это не сделать самому, а не вместе с теми, кто раньше тебя убивал. Поэтому бред и нелогичность всех тезисов, всех установок, которые нам навязываются, они очевидны, мы должны их разоблачать. И всячески пытаются сейчас запачкать Украину, и мы знаем, что Украине, граждане Украины, перешедшие на сторону фашистской России, воюют и убивают своих вчерашних сограждан. Поэтому вот этот тезис, который сейчас нам пытаются вбросить, он несостоятелен. Так. Так. Сюди крил хахуль ночива. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, ичкерикант. Кадыровцы бандиты, они не чеченцы. К большому сожалению, вы правы. И, к большому сожалению, вы не правы, юзер. Потому что, спасибо, что вы их называете кадыровцами. Хорошо, что вы их разделяете. Я всегда тоже призываю вас это делать. Но как бы это было ни печально, среди них есть и чеченцы. И это стыд и позор им всем. Им всем. Будь они неладны. Если бы не война, я и не знал бы, с какими свиньями я дружил и общался. По теме Украины понял, что многие отъявленные мерзавцы. И как хорошо у меня нет с ними контактов, говорит Джимми The Loot. По телеграм-каналам про Шойгу с текстом от первого лица, что, дескать, мобилизовано 300 тысяч. По некоторым данным, Жень, мобилизовано уже около 1 миллиона человек. По некоторым данным. И она не останавливается, эта мобилизация. Она будет продолжаться, продолжаться и продолжаться. Я полагаю, они хотят бросить эти силы на Киев. И в Херсоне они подтянули туда своих мобиков, чмобиков. И, может быть, они хотят, попробуют захватить Киев. Вот последняя попытка их может быть с этим связана. Логика неандертальца. Да, Майкл, абсолютно точно. Неандертальки. Создается впечатление, что русских заманивают на войну, они ведь идиоты, и вот этих идиотов там за 200 и за 300. Какая вероятность того, что после Украины Россия нападет на Казахстан? Я не думаю, что после Украины Россия сможет на кого-либо вообще напасть. Так, друзья, давайте я почитаю, что нам пишут в ТикТоке тоже. Так, с виду умный человек. Да, это только с виду. История расставит по местам. Когда-нибудь внукам кадыровцев будет очень стыдно за дедов. Да, 100% будет. 100%. И поверьте, мы не дадим им забыть этого. После круиза Кадырова, Айшат и братьев Украины люди, по-моему, перешли в их сторону. Да нет, это... Нет. С гуманитаркой приманили, по-моему. Приманили. Так, Женя, я думаю, так, это не мало у нас, но у нас и подход интенсивный, а не экстенсивный. Мы на точность работаем, а не на количество. Плюс 155 сам по себе мощнее, все нормально. Супер. В Беларуси проблема в том, что она дает технику и боеприпасы параше. Причем у белорусов они в лучшем состоянии хранят, чем на России, к сожалению. Беларусь участвует в войне против Украины. В этом я уже нисколько не сомневаюсь. Уже, по-моему, никто в этом не сомневается. Иран, как бы, получается тоже. Поэтому нужно будет освобождать Беларусь, взять Минск. Президент есть, уже новые бойцы белорусские в Украине воюют на стороне Украины.
Поэтому нужно освобождать, они должны возглавить революцию и быстренько, пока русские там не набрали своих этих чмобиков, нужно захватывать Минск, освобождать Минск нужно. И силами белорусов, которые воюют на стороне Украины, при поддержке Украины и западных стран. Я думаю, было бы правильно так. Так, привет. Так, военные наши говорят, что ситуация уже изменилась. Артиллерия работает как нужно. Нейтрализует ключевые точки, а не тупо заваливает снарядами клочок земли. Да? Уточню, Россия в процессе большого шухера. Ее масштабы не позволяют видеть реальную картину, но при тщательном анализе цифр становится понятно, что крах приближается миллиардно-долларовыми шагами. Анархист. Дал-мула, анархист. Дал-мула. Вообще выборы там народ выберет сам. Роман Нуил. Не понял. Салам алейкум, друзья. Ва алейкум салам, Лизген. Все будет Ичкерия. Дал-мула, Лизген. Рашка по весне начнет понимать, когда их мобики в пакетах обратно привезут. Я думаю, они будут уже цвести к весне, эти мобики. Салам алейкум, алейкум салам. Не воевали украинцы, а воевали украинцы, которые служили в армии РФ. Григорий Примус, ну, не соглашусь с вами, потому что не совсем так. Даже летчики украинские принимали участие в первой русско-чеченской, и когда еще Джахар был жив. Как наемники, как контракт, не как россияне, а как наемники. Так, нужно выключить логику, чтобы понять их, имеется в виду Кадыркина. Да, Аслан, помнишь, мы с тобой одной крови, ты и я. Так что я с тобой и с остальными нашими братьями, которых ты тоже знаешь, одной крови. И горжусь, что есть такие достойные братья. Баркал, Хамза, Дейрейс Хуэль, Далси, Дуэль. Файтер, так это не мне. Видите ли вы какой-то протестный потенциал внутри самой России? Какое ваше мнение? Нет, я пока этого... Протестный потенциал я не вижу. Протестные настроения я вижу. Знаете, для того, чтобы вот эти настроения перешли в какое-то качество, нужен лидер. Лидер, уважаемый в российском обществе, в русском, прямо скажем, в русском обществе. Таких лидеров пока не видно на горизонте. И для того, чтобы их не было, заваливается все симулякрами. То же самое происходит и в чеченском обществе. И, ну, большому счастью, мы отличаемся от россиянцев, и поэтому в этом плане, несмотря на геноцид, который мы пережили, нам в этом плане полегче самоорганизовываться. Хотя доверие внутри чеченского общества очень сильно подорвано, друг к другу подорвано, к большому сожалению. Я думаю, протесты будут после того, как чмобиков начнут массово утилизировать. Пока что Россия воевала добровольцами. То есть людьми, наемниками, людьми, которые добровольно шли на эту войну. Даже вот эти чмобики, которых первых начали призывать, они брали первыми тех, кто сам шел. Да, он не военнослужащий, но ему пришла повестка, он пошел, дай-ка пойду-ка я. Послушал эту пропаганду, дай-ка пойду-ка я. И вот как-то так. Но сейчас уже люди начинают потихоньку осознавать их, они начинают суетиться, и когда их начнут уничтожать, они вот тогда и появится протестный потенциал. Мне кажется, к зиме, к весне он уже созреет, этот потенциал. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, да. Кому могла бы помочь Украина внутри самой России, где есть протестный потенциал? Это сложный вопрос. Я могу сказать, что буряты и якуты в этом плане намного лучше остальных северных народов. И они намного более готовы к этому.
Это если брать северные народы. Потом же есть татары. Ну и, конечно же, чеченцы. Вот кого я могу сказать. Ну, первое место чеченцы, которым нужна помощь, и мы об этом заявляем. Мы государство, аннексированное государство фашистской России. В этом плане Украина сделала большой шаг, признав оккупацию нашей страны и геноцид нашего народа. И мы это оценили. Я вам скажу, чеченское общество взорвалось просто этой информацией. Очень поверили. Просто сейчас ничего не изменилось в плане того, что наши родственники продолжают также находиться в заложниках. Вот поэтому пока вот на таком состоянии все. Так, давайте дальше. У нас в той войне без вести пропавших 5 мужчин, и ничего они нам лично не помогли. Они нам лично не помогли. Никогда от него ничего не брали. Ты предашь спокойно, это уже понятно, по флагам, которые висят над тобой, говорит Берс. А ты там российский флаг, Берс, видишь? Я что-то тебя не понял. Почему ленд-лиз так до сих пор не заработал? Подпишись, поговорим, как и где встретимся. Это ты мне, что ли, предлагаешь встретиться, Берс? Давай подъезжай в Гамбург, с удовольствием встретимся. А так балаболить каждый может. Не знаешь, сколько здесь таких, как ты, пишет? Дело в том, что флаги, которые висят сзади, никогда не предадут своих союзников, в отличие от РФ. Совершенно верно, Артемиса. Мы все бывшие служивые в СССР были зомбированы. Да, Юрий? Да. Смотрел сегодня одного украинского воина гражданской жизни, ученого Евгения Дикого. Он считает, что еще может быть атака весной силами российских мобиков на белорусской технике. Ну, вот я об этом и говорю. Вот я не знаю этого Евгения Дикого, но мне вот почему-то кажется, что со стороны Беларуси они что-то готовят. Про мобилизацию это, конечно, плохие новости. Спасибо, что сказали. Пожалуйста, ну это, я думаю, ваши знают. Отлично, все прекрасно знают. Хамзат, мы с тобой одной кровью. Ты Далмула, Фрея. Не русские по большой степени являются жертвами ситуации. Да, Марат, это правда. Всем шалом, салам, шалом, витаю, файтер, Израиль, файтер, шалом тебе. С праздником Шаббат, файтер, Израиль, поздравляю тебя, Майкл. Так, Григорий Примус, мобилизовано уже более миллиона, пошел второй уже миллион на счет похода на Киев. Думаю, что они успеют попробовать. Будем надеяться, Григорий, будем надеяться, что все провалится у них. Так, слава Украине, свободу Ичкерии. Героям слава, Мурат. Мурат Смагулов. Так. Уже привозят, только молчат все об этом. Никогда не признают они этого. Только у нас могилы новые на заброшенных кладбищах появляются. И еще тела не сжигают, многие не доезжают. Многие не доезжают до кладбища. Не только чеченцев, а всему Северному Кавказу. Мы плюс. Но Северный Кавказ мы особо не видим, что выражает желание. Так, я только за, если Северный Кавказ будет выражать желание отделиться от фашистской России. Но вместо того, чтобы бороться с мобилизацией, где в Дагестане есть больше возможностей, чем в концлагере под названием Чеченская Республика Ичкерия, оккупированная фашистской Россией, мы слышим, что обсуждают какие-то конституции, изменения, бред какой-то обсуждают.
Просто сами русские власти снесли бы эту мразь, всю свою власть, если бы могли это сделать, но что-то не хватает, да. Майкл Асан, ты что, Владимир Золкин говорит наоборот, что буряты похожи на них, они самые отъявленные убийцы, кровожадные. Ну, я не знаю, почему так говорит Владимир Золкин. Не знаю, чем отличились буряты в кровожадности. Но в российской армии эта кровожадность, она одинакова. И главными в этой армии являются русские. Не знаю, почему Владимир Золкин именно на бурят говорит. И зачем вообще переключаются на этих бурят. Помните, приехал Кобзон к буряту, раненому, обгорелому. И потом начали нам все говорить, иначе украинская сторона тоже подхватила, буряты, буряты. Да какие буряты, друзья? Это русский империализм. Хватит уже обманываться, хватит отвлекаться. А кто в русской армии, они все бурят. Я же не имею в виду тех, кто в армии российской. А я говорю про бурят, которые живут в Бурятии. Я знаю бурят, знал бурят. Абсолютно не кровожадные, абсолютно нормальные люди были. Но Владимир Золкин ошибается в этом плане. Вы знаете чеченофоба Леонтьева из «Однако». Он призывал к истреблению чеченцев и всячески поливал грязью, обзывал бандитами. Путлер наградил его орденом. Сейчас Леонтьев пресс-секретарь в «Газпроме». Да, конечно, знаю, помню и ничего не забыл. Ни ему подобным. И гражданину Украины Невзорову тоже я ничего не забыл. Да? И КГБшнику Гудкову я ничего не забыл. Ничего не забыл. Конечно, знаю Леонтьева. Анархист. Так, это не мне. Они только писаниной могут заниматься и убивать мирное безоружное население. Издеваться над тем, кто не может за себя защитить. И про правила войны они тоже не слышали. Шакалы. Да. Дагестан оплот России, а я думал Кадыров оплот России. Он уже косит лиловым глазом, косит лиловым глазом на Ингушетию и так далее. Ну, я скажу, Дагестан большую лепту внес в борьбе против чеченского народа и государства. Конечно, главные, опять же, это русские, российский империализм, но я вам скажу, что дагестанцы большой вклад внесли в оккупации и аннексии чеченского государства. Это я вам официально со всей ответственностью говорю. Так, мир меняется. Мир меняется. У российской армии переносной крематорий. Да, ездит за каждой их армией. Ездят и сжигают свои тела. Вот отношение их просто очень, да, показательно отношение их к своим салагам. Итак, вам тоже анекдот небольшой. Небензя, знаете такого, да? На заседании Совбеза ООН рассказал про боевых комаров, найденных в оккупированной Херсонской области. Представители других стран не стали слушать Шизика и назвали его доклад пустой тратой времени. Небензя рассказал о зараженных опасными вирусами боевых комарах США. Да, еще те, конечно, чудики. Так, так, так. Так, так, так. А це правда, що у вас в Україні є фашисты? Так, є из России приехали. Есть, конечно, и очень много их сейчас там, да. Набрали со всей России фашистов в Украину. Так, так, так. Интересненько.
Так. Dedik Hilscho, der Lüsel, Oimark. Не пахнет там завершением этой ситуации? Пока нет, Ваймарк, пока не пахнет. Пока не пахнет. Так. Ой, не забирают тела, валяются, потому что наши вынуждены их собирать. Да, если их не собирать, это будет эпидемия просто. Их нужно как-то закапывать. Салам всем калмыков, крымских татар, черкесов, балкарцев, чеченцев, ингушей выселили, а вот Дагестан процветал. Делайте выводы, говорит Маждада. Салам, Маждада. Уважаемый лидер, на Рашу нету и пока не предвидится. Уважаемого лидера на Рашке нет, да, Асколь, пока не видим мы. На деоккупированных территориях Харьковской области лежат тела российских солдат как мусор. Никто не забирает, кроме наших похоронных военных команд. Их уже кошки и собаки жрут, даже видео есть. Ужас, конечно. И свиньи едят, я видел. Ужас, конечно, ужас. Так, на одном видео их вообще свиньи едят. Наши шутят, что в этом году свинину есть не смогут. Эти кадры надо в Чечне показать. Показали уже, было это видео раскидывалось по WhatsApp, я это видел. Я думаю, чеченцы почти все увидели его. Это видео. На одном, на каком кладе несли грузины русско-чеченское? Это они начали голову рубить на Кавказе. Какой вклад несли грузины в русско-чеченское? Вы имеете в виду в новейшей истории русско-чеченских войн, в последних? Или вы имеете в целом? В целом грузины были русскими офицерами и помогали, да, было такое. Ну, как вот последние войны грузины, ну, уже отдельные государства были, и они не помогали России. В самом начале с территории Грузии взлетали самолеты, бомбили Грозный, Чеченскую республику Ичкерия. Это при Шеварднадзе было. После этого все это прекратилось, и грузины принимали наших беженцев и так далее. Хотя Саакашвили и выдавал, и которых людей убили, которых выдал Саакашвили, наших бойцов. Как-то так, да. Так. Так. Здравствуйте, Вилли. Has du eine Arbeit? С какой целью, юзер, интересуетесь? Сагид Паша Умаханов хуже, чем Кадыров. Да, но я слышал от тебя, кстати, это тоже слышал, но Сагид Паша это известный бандит, ну что он, ну такой вообще продвинутый, так далеко зашедший бандит, конечно, я не знал. Когда ты мне сказал, я немножко даже удивился. Очень хорошо, что есть такие люди, как вы, которые говорят правду, простой смертный. Всегда пожалуйста. Асан, какой так? Асан, ты не прав, люди очень обижаются на бурятов, а вот кадыровцы себе не позволяли насиловать детей и женщин на оккупированной территории, как это творили буряты, якуты и так далее. Русские такие же. Ну, слава богу, я могу сказать, что кадыровцы хотя бы этим не занимались. Да? Ну а так, российская армия это есть российская армия. Ребят, бурят это, якут это, чеченец в этой армии. Это российская армия. Если мы будем персонифицировать этих людей, то мы просто льем воду на мельницу русского империализма. Мне так это кажется. Они воюют не за бурят, не за Великую Бурятию, не за Великую Якутию. Они воюют за Великую Россию.
Поэтому это их в какой-то степени оправдывает, народ, я имею в виду, оправдывает, что не оправдывает русский народ. Хотя, конечно же, не виноваты все россиянцы. Я говорю русские, хотя подразумеваю и тех россиянцев, не русских, которые ментально являются политическими русскими. Вот, как-то так. Еще этого не хватало для полного счастья. Как-то так, друзья. Пам-пам-пора. Пам-пам-пора. Так, так, так. Ну, давайте вам дам послушать одну минутку. Пропагандистов. Так, поехали. Нас с вами боится весь мир. Ребята, когда говорит сливной бачок с Кабаева, тут надо хорошо разбираться. Я не знаю, кто вас боится и как они вас боятся. Меня это не интересует. Но самое главное, это 100% не украинцы. Единственный народ на планете Земли, который может вас бояться, это трусливый узкий народ. Народ, который убегает от своей страны. Не тогда, когда на них напали, а когда напали они. Блять, настолько нужно быть трусливым, ебать. Ой, ТикТок, я не специально. Все будет Украина. Верим в Збройні сили України. Украина понад все. Слава Украине! Героям слава. Это чернокожий отвечал на то, что все боятся Россию. Так. Рашка днище. 100%, Ангелина. 100% днище. Днище некуда просто. Так, круизный лайнер. Сегодня продолжительность жизни мобилизованного россиянина 2 недели. Это на 4 дня больше, чем срок жизни самца комара, и на 14 дней меньше, чем срок жизни комнатной мухи. Ужас и смех, и грех, как говорится. Найдены доказательства, что Муму готовилась ночью загрызть Герасима. Герасим опередил ее буквально на несколько часов. Да, уж. Поговорим о хорошем. Давай, Слава, начинай. Ну, давайте я зачитаю вам пост Юрия Гудименко. Меня зовут Юрий Гудименко. Я младший сержант Вооруженных сил Украины. Я обращаюсь ко всем военнослужащим Вооруженных сил Республики Беларусь. Я не собираюсь читать вам лекции, не собираюсь говорить про братство народов, не имею желания напоминать, что мы не воевали между собой. Я скажу проще. Ступите на нашу землю, умрете. Я не знаю, какой именно будет смерть каждого из вас. Может, вы умрете, как тот русский десантник, об чей труп я споткнулся в начале весны в Ирпене во время установки мин. Этот мне хорошо запомнился тем, что я раньше не видел мертвого русских солдат так близко, ни в бинокль, ни в прицел. Он полностью обгорел, одежда спеклась с почерневшей кожей, а одну из ног обголодали голодающие собаки. Может, вы умрете именно так, брошенные своими командирами и сослуживцами. Возможно, вас уничтожит наша мина.
У нас много мин, хватит на каждого из вас. Это будет быстро, если мина будет противотанковая. От противопехотного вы, скорее всего, медленно изойдете кровью, не в силах спастись без современных аптечек и системы эвакуации. Может, ваш грузовик уничтожит реактивный снаряд из Хаймарс, и вам повезет отделаться оторванными ногами и страшными мучениями. Возможно, ваш танк уничтожат из Стугны или Джавелина, и вы сгорите заживо, как сотни русских танкистов до вас. Но еще долго будете числиться пропавшими без вести, потому что детонация боекомплекта превратит ваше тело в мелкую мясокостную пыль. Не исключено, что вам отработает трофейный санцепек или, быть может, град, и мы будем смотреть видео вашей смерти, снятое с коптера, и пересылать друг другу. Как бы то ни было, вы умрете. Более 60 тысяч российских солдат, уже, кстати говоря, почти 70 тысяч, могли бы подтвердить мои слова, но они не могут. В аду плохая связь, вы не воевали десятки лет, мы воюем с 2014 года. У вас устаревшие, отставшие от времени оружие, у нас современная техника из стран НАТО. Вас подталкивают к ненужной войне на чужой земле, а мы защищаем свое. Мы владеем инициативой, а ваши русские союзники отступают месяц за месяцем. У вас нет шансов, ни одного. Вы умрете здесь под селом, которое никогда не слышали, о котором никогда не слышали. Во мне течет часть белорусской крови. Возможно, именно она заставляет меня предупредить вас, а не злорадно смотреть на ваши смерти. Если вы придете в Украину, то умрете. И сдача в плен – ваш единственный шанс вернуться домой. Если вы этого не сделаете, вы умрете. Младший сержант Гудименко, доповідь закінчив. Вот как-то так. Как-то так, друзья. Так, Дион, давайте посмотрим произведение Маму. Это про любовь, а вы как думаете? Так. Украина еще не признала Чечню, нужна подпись президента. Ибрahim признал, подписал уже Зеленский, подписал. Тогда еще сразу же подписал. Так, где наш комментарий? Возвращаемся. Все народы России воюют за продолжение своего рабства и не понимают это только рабы и не понимающие, что они рабы. Эффект Даннинга-Крюгера. Идиоты не знают, что они идиоты, потому что они идиоты. У Нестора Воля на странице Facebook есть ролик про Золкина, где он в 2019 году на митинге русских в Украине выступал за защиту русского языка и поздравляет всех с праздником Победы. А сегодня патриот Украины, говорит Тойзен. Я об этом и говорил неоднократно, Тойзен. Вот эти новые патриоты, которые появляются, они будут до того патриотные патриоты, что настоящие патриоты будут чувствовать себя не патриотами. До того сильными будут те патриоты. Вот как-то так, да. 5 минут мобика. Жизнь идет при штурме украинцев в поле. Сейчас они специально хотят перевести, где строительные высотки орки, чтобы продлить еще на 5 минут. Так. Золкин такой же русский, люто ненавидит все народы России, кроме русских, говорит Тойзен. Так, Файтер Израиль говорит, Тойзен, таких пятен в биографии хватает в Украине у многих. Тот же Алексей Гончаренко, депутат, который внес законопроект о признании оккупации Ичкерии. Он был в партии беглого Януковича и топил за него, видимо. Так, всем, кто пишет комментарии, благополучия в жизни. Аслану за нелегкий труд во благо своего народа большая благодарность от настоящих чеченцев. Белисат, Белисатовна. Баркалон, Белисат, Дерейс Хойлон. Так, сегодня в Киеве был съезд кавказцев. Похоже, что наше руководство решило всерьез обратить внимание на национальные вопросы. Просто супер, Файтер.
Конечно же, еще было бы очень важно, чтобы туда агентура не проникала. Сегодня так, белорусы ради чего будут умирать? А ради чего русские умирают или все остальные россиянцы? Ни за что. За золотые унитазы Путина и ФСБ они погибают. Когда вы говорите об атаках самолетов с территории Грузии, пожалуйста, учтите, что чеченцы начали первые воевать против нас в Абхазии. Это тоже позорный исторический факт. Я этот факт не отрицал никогда, но я вам скажу, что чеченцы воевали добровольцами. Добровольцами, я могу сказать. Если летят с вашей территории самолеты, это уже при участии в войне считается. А добровольцы, это уже государство, они не имеют никакого отношения. И мы были обмануты, да, Шамиль Басаев и бойцы наши были обмануты тем, что Абхазия хочет жить свободно и так далее. И был КГБшник Шеварднадзе. И как бы мы, чеченцы, посчитали, что вот абхазский народ хочет бороться за свою независимость и так далее. Хотя абхазский народ не хотел бороться, и мы это потом увидели, что он не борется против русской оккупации. Согласился, а если он борется, он должен бороться и против русской, который завел его сейчас в нищету. А когда бомбили самолеты, взлетали, то получается свободное чеченское государство, ну значит в отместку получается. Ну тогда можно чуть-чуть назад вернуться и вспомнить, что и Сталин, и Гвишиани, и все остальные руководители геноцида чеченского народа были грузинами. С таким же успехом мог Басаев и его товарищи сказать, ну, грузины нас выселили, всех хотели уничтожить и так далее. Поэтому, если мы будем вспоминать друг друга, у нас есть много что вспомнить. И я вам скажу, что мы, чеченцы, будем не в минусе. Имеется в виду, мы не больше нанесли людям вреда, чем люди нанесли нам. Мы меньше нанесли вреда. Я считаю так. Андро, говорит Маждада, кстати, Андро. Чеченцы защищали вашего президента. Это тоже правда. Если Грузия не контролирует те территории, какие могут быть к ней претензии? Почему же не контролировала? Кто говорит, что она не контролировала? И почему кто-то говорит, что есть какие-то претензии? Я просто констатирую. Претензий я никаких не предъявляю. Ахивсуров, которые помогали в войнах, вы не помните? Файтер, я помню, я очень хорошо отношусь к грузинскому народу и грузинам в целом, в частности, грузинскому государству. Очень хорошо. Не просто потому, что сейчас я сижу перед камерой и говорю, реально я дружил и очень хорошо находил язык именно с грузинами на Кавказе. Больше, чем с некоторыми другими кавказскими народами. Несмотря на разницу в религии, вообще никаких проблем не возникало с этим. И сейчас давайте мы не будем переходить на эту тему. Так, пойдемте сюда, в ТикТок. Ты хороший мужчина. Видно сразу, но тебя куда-то не туда уводят. Кто меня не туда уводит? Все серьезно. Ты историка украинского знаешь? Твой братишка. Не понял? Ты верующий. А какое это имеет отношение к теме, Слава? Да нет, ты просто играешь в публике, коалиция, факты, шмидтовские, все, которые тебе нужны. По-русски, пожалуйста, напишите.
Что-то непонятно. Слава свободной Ичкерии, героям слава. Прощайте факты переворачивать. Прекращай факты переворачивать. Мысли тебя уводят твои не туда. Пересмотри все под другим углом. Не понял я, что ты мне предлагаешь, Слава? Топить за Россию ты мне предлагаешь? Ясно, я не вам про Хевсуров. Тут кто-то в комментах написал. Согласен с вами, мы за дружбу народов. Да, файтер, да, мы за дружбу. Правда уводит не от правды, все четко. Пусть ему приснится жареный барашка. Что для вас Америка? Потенциальный друг и союзник. Так, друзья, давайте дальше. То есть пытаешься... Давайте. Россия, наши дни. Где-то на детской площадке мать дает интервью. Сам слушаю в первый раз. А как вот отличить нациста от обычного человека вот в любой стране? Пытать. То есть пытать, чтобы выяснить... Да, нацист он или нет, правильно. А как вот отличить нациста от обычного человека вот в любой стране? Пытать. То есть пытать, чтобы выяснить... Да, нацист он или нет, правильно. Пытать нужно, чтобы выяснить, нацисту или нет. Я думаю, под пытками любой станет нацистом, если от него потребуют стать им. Страшное дело рабство из-под палки, но еще страшнее рабство без палки. Страшен совок в ватнике, но страшнее совок на иномарке, в импортных шмотках, отдыхающий в Европе, притом ненавидящий Запад. Олег Басилашвили. Да, мощно. Да уж. Да уж, да уж, да уж. Нет, я предлагаю искать себе вокруг себя то, что тебе и нам приносит радость. Хорошо, буду искать. Почему Кадыров продался Путлеру? Слава свободной Ичкерии. Я не знаю, как вам ответить. Продался, потому что продажный. Почему продался? Подонок. Почему Пушилин продался? Почему предатели продаются? Не знаю. Гниль, значит, была еще, видимо, с воспитанием все идет. И папаш такой же. Папаш первый продался. Так. Так. Что игноришь? Расскажи, с чего началась война в Чечне. Война против Чеченской республики Ичкерия началась с того, что русские террористы взорвали своих русских граждан и убили 307, только лишь взорвав дома. Еще до этого были теракты и убивали и в метро, и на вокзалах, и где попало, где только могли русских. Обвинили в этом нас, и началась таким образом война. Почему американцам продаются? По той же причине, наверное. Всем, кто продается, продается по этой же причине. Потому что с гнильцом дает. Так, опять кремлеботы крысы. Все претензии кавказский народ друг к другу — это действие мины замедленного действия, заложенной Москвой. Да, именно так, анархист. Питает российское спрашивать. Российские женщины произошли от Гитлера. Может, Гитлер произошел от российских женщин? Они так и республики создавали. Ничего, ничего, у нас леса большие, гробов на всех хватит. Да можно в пакет, а зачем лес?
Золкин не допрашивал азиатов, когда они допрашивали целое подразделение. И сделал это намеренно, чтобы не было другого мнения, отличного от русского. Я не видел этого, то, что ты говоришь, Марат, но приблизительно понимаю, что ты имеешь в виду. Грузины не могут взять на себя ответственность за действия советских политиков. И Сталин и Гришяне действовали не по имени Грузии. А Шамиль Басаев действовал от имени чеченского народа, государства. Если бомбили Чечению из территории Грузии, все грузины, которые участвовали в этом, должны быть наказаны. Я знаю, что вы приняли нашего президента, и я лично благодарен за это. Андро, давайте не будем сейчас копошиться в этом всем, а то мы сейчас испортим друг другу настроение просто. Зачем это делать? Так, давайте посмотрим. Может, в Коране есть все ответы на наши вопросы? Ну, почитай, Слава, может, найдешь, что тебе нужно. Так, хвала Аллаху, воинам зброю, героям милость Божьего. Злодей. Лишь бы платили, да? Ну, предателям, да. Казахи за Украину. Какая реальная поддержка Кадырова в Чечне? Максимум 5%, 3%, 3-5%. Потрібне повстання поневольних народів Рашкою, коли ж будет пробуждение народов. Для того, чтобы было восстание, нужен лидер. Этого лидера нужно взрастить. Чтобы этих лидеров не было, их уничтожали. Их дискредитировали. Создавались искусственные симулякры, чтобы людей запутать. Понимаете? Даже если лидеров убивают, они появляются в народах, в разных народах. Но для того, чтобы как-то победить вот эту напасть, да, чтобы не было лидеров, создаются искусственные лидеры. И эти искусственные лидеры, в том числе российских искусственных лидеров, в том числе Украина, показывает у себя на каналах, с ними разговаривают, уважаемый Марк Фейгин, уважаемый там Гудков там, и так далее, и так далее. Мы все это видим, Невзоров, гражданство. Поэтому настоящих русских никто не вытягивает из русского общества, чтобы его как-то, настоящих, поискать надо там. Не только русских, там те же бурят, те же дагестанцев, те же татар, кого угодно, кто там есть, нужно находить. Но и нужно быть, почему я постоянно говорю, чтобы агентурой разбирались. Потому что, понимая, что даже в случае, если угроза жизни, лидеры появляются, и потом за ними идет народ, они создают симулякры. Это очень излюбленная тема у них, очень действенная, эффективная у них эта тема. Когда создается много симулякров, этот симулякр раскручивается. И народ от реального лидера превращает в какого-нибудь такого незаметного маргинала, дискредитирует его, и создаются Фейкины, там разные Гудковые, Навальные и так далее. И их раскручивают. Потом со временем, когда он уже на слуху, когда уже много знает, люди потихоньку начинают узнавать, кто он, и начинают от него отворачиваться. Создается новый симулякр. И то же самое происходит с ним. Потом новый симулякр. И вот этот народ просто болванится, оболванивает, его просто дезориентирует. Он не знает, где он находится. Я это рассказываю вам, как происходит это в чеченском обществе. Как это происходило на протяжении последних 30 лет. Вот таким вот способом им удается оттягивать и не давать возникнуть какому-то реальному сопротивлению. Вот как-то так. А и Запад, и Украина работают с тем, что имеют. Ну вот есть Гудков, приглашает, сидит этот, как его, Арестович, и разговаривает там каждый день, как на работе, вот уже 7-8 месяцев он трындит с этим Фейкиным. Зачем, я не могу понять, какую пользу приносит Фейкин? До русских доносит информацию. Так это можно было делать и без Фейкина.
Можно было найти кого-нибудь более достойного человека из русского общества, чтобы его раскрутить. Почему нужно было раскручивать Фейкина? Ведь его именно и Арестович и раскрутил. Его стримы раскрутили. Да? И зачем это делается, я не могу понять. Я понимаю, когда это делает какая-то третья сторона. Вот мы воюем с Россией, а там какая-нибудь там третья страна начинает извлекать себе выгоду из этого. Да, она может быть там за нашу сторону, но опять же она в первую очередь за свою сторону. В таком случае она имеет дело с тем материалом, как говорится, человеческим, который есть в наличии. Вот с ними они работают. А украинцам зачем с ними работать? Вот убейте, я не могу понять. Да, можно казаться на первый взгляд, какая-то польза из этого есть. Но это только на первый взгляд. Я не вижу никакой пользы. Какая-то польза есть. Вот смотрите, как пример. Смотрите, есть Пономарев. Он долго-долго шел к этому у вас. Он долго сидел, во-первых, и он потомственный чиновничий сын или там ФСБшный, военный, не знаю, чей он там сынок, но не из простой семейки он. Долгое время сидел в Государственной Думе. Потом переехал в Украину. Получил гражданство. Напомню, что Борис Стамахин долго не мог получить просто политическое убежище. Ингуша Тимура Тунгоева выдали, воюющего бойца, выдали России в это время. Этот получил гражданство. И вот он какую-то пользу приносит украинским спецслужбам, 100% какую-то информацию он там сливает, какую-то пользу он приносит, все отлично. И происходит взрыв машины Дугиной. Да? И тут он у этого же Фейкина рассказывает, что Владимир Зеленский фактически, это он был заказчиком. Он говорит, Владимиру Зеленскому нужны не слова, а действия. Вот он произнес фамилию. Президента Украины произнес фамилию. А Россию пытаются сейчас представить, признать террористом, страной, режимом террористическим, государством террористом. И в этот момент, на каком основании признается? На основании того, что она творит в Украине. За то, что она реально совершает терроризм против государства и народа украинского. И для того, чтобы избежать этой ответственности, чтобы сакральность борьбы украинского народа нарушить, опорочить, запятнать, совершается какое-то действие в отношении президента той самой Украины, той самой сакральной борьбы, которая ведется от имени, в данный момент, от имени президента Владимира Зеленского. И потом он начинает вот на эту тему рассказывать и говорит. И потом происходит следующее. Вот смотрите, насколько, какую информацию дал Пономарев, что, вот сопоставить это. Какую он слил информацию, насколько он помог Украине, что этот человек дальше продолжает находиться в Украине, дальше продолжает вести какие-то свои дела, но у него с его стороны идет попытка запятнать украинское сопротивление, украинцев представить террористами. Потом найдут каких-нибудь видео, кадры, где какие-нибудь психологически там, стрессовом состоянии аффекта украинцы, которые потеряли, мы же не знаем, что происходит. Мы увидим каких-нибудь там казнь каких-нибудь русских пленных, какими-нибудь украинцами. И может быть даже не украинцами, это может быть и постановочные кадры какие-нибудь. Ну даже если, да, столько людей уже погибло, да, десятки тысяч, да, с украинской стороны погибло. Найдется человек, который с удовольствием пристрелит какого-нибудь пленного за то, что убили только что его друга, брата там, и так далее. И потом все это вместе собирается. Потом захват, помните, был тот же Фейкин предлагал захват заложников, граждан Украины он предлагал, родственников российских чиновников и родственников, полагаю, кадыровцев речь идет, но чеченцев предлагается захват. Вот у меня возникает вопрос, где польза из этого? В чем больше польза? В том, что вот эту змею пригрели на груди, и эта змея давала оказывала какую-то услугу
Ну, а потом она в десятикратном размере нанесла удар. На самое главное, где Россия, фашистская Россия, признается террористическим государством. Это мечта моей жизни просто, чтобы Россию назвали террористом. И вот эти флаги почти, Латвия, Литва, Эстония, кто-то спонсором признал, кто-то террористом. Вот Эстония сейчас признала, Польша признала, Сенат Польши позавчера, по-моему. И вот ну как? Россия пытается уйти, и если ее заклеймить вот этим пятном террористом, вот этот режим, власть, все, это навсегда. И никуда им не деться. Отсюда много-много последствий потом вытекает. И потом представится какой-нибудь большой видеоформат будет, где будет показываться какие-нибудь украинцы, которые взорвали какую-нибудь Дугину, они связаны с Зеленским, потом покажут еще что-то, потом еще, потом сварганят еще от себя, добавят что-то, и все, и готовый материал. Вот о чем я говорю. Вот что важно. Пацан, посмотрите хотя бы в Google, кто владеет нашими телеканалами, и вам станет понятно, почему столько клопов в нашем медиапространстве. Давно телевизор не смотрю. Я тоже давно телевизор не смотрю, но я вот то, что вижу по интернету, я имею в виду. А про ваши каналы я знаю. К большому сожалению, да, я знаю. К большому сожалению, вы правы. Так. Новчинова, Алейксалам. Так. Есть поговорка: убивший дракона сам становится драконом. Германия убила Рим и стала драконом. Россия убила Германию и стала драконом. Украина тоже убьет Россию. И чего нам ждать? Ну, я не знаю, убила ли Германия Рим и стала драконом. Но я знаю, что Россия, когда убивала Германию, она уже была хуже драконом, чем сама Германия. Поэтому, я думаю, не станет Украина. Дай Бог не станет драконом. Не дай Бог. Не дай Бог. Это делается для того, чтобы на украинских СМИ было русское присутствие, русское мнение. Не дай Бог там появятся западные аналитики. Да, то есть, кстати говоря, Дэвида Саттера, реального врага путинского режима, банды ФСБ, который разоблачает взрывы, который первый американский журналист, которому запрещен въезд в Россию с развала Советского Союза. Реально, я без преувеличения говорю, этот человек очень глубоко изучал Советский Союз, Россию, очень хорошо в этом разбирается. Его не приглашают, а таких полно, таких людей. Ну, не полно, как Дэвид Саттер, но таких аналитиков нету. Есть непонятные люди. Большая беда. Но работа ведется. Слава Богу, я вижу, что СБУ начала в определенном смысле работать. Надеюсь, это будет продолжаться. Так, Сирена, просто слушать, конечно, интересно, но иногда в чате хочется обратиться к Асану и всем нашим. ФСБ слили украинцам местоположение кадыровцев, и они попали под обстрел Хаймерса. Ну, они говорят, что это не ФСБ слило, а слили сами кадыровцы, которые снимали школу. И это видео показывалось, где они там и перед школой, и в самой школе сидят и ведут себя очень неграмотно, что очень способствует. Головне, что мы признали незалежность Ичкерии. Да, Сграй, это был просто удар под дых для фашистской России. Вы крутые. Во всех смыслах, украинцы. Вы просто
лидеры просто становитесь в этом мире. Молодцы. Респектуха вам. Так. Добрый вечер, добрый. Перехожу в ТикТок, друзья, читать ваши комментарии. Я понимаю, что некоторые это не нравится, но это никого не интересует. Не понимаю этого между собой. Я так понимаю, за Ичкерию переживают на фоне флага от пиндосов. А почему? Тогда ты правильно говоришь, Бадрудин. Точно так же они демонизировали чеченцев. Да, Виталий, именно так. Именно так. Основная вся эта бавовна на болотах, работа партизан. Вы имеете в виду взрыв? Я думаю, да. Но не было же этих взрывов до того, как Россия напала на Украину. Не было же. И я думаю, где-то, может быть, сами ФСБшники мутят, хотя сейчас же им, наверное, нет необходимости, потому что украинские диверсанты и сочувствующие Украины, они проводят эту работу, мне кажется, в определенной степени. Например, взрыв моста, я очень надеюсь, что это взорвали наши, но может быть, за этим стоят и сами русские террористы, что тоже неплохо. Еще раз большое спасибо, украинцы, вам за признание Ичкерии, говорит вам Майкл. Присоединяюсь, Майкл. Присоединяюсь. Так. Ну что, друзья, закончим наш стрим тогда сегодняшний. Двон. Так. Да, так, друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Я зачитаю последний комментарий от Хорзум. Об украинском юморе, когда нам должны были начать поставлять дроны камикадзе, то у нас шутили, что это у них они камикадзе, а у нас они еще картошку опрыскивать будут. Да, на самом деле украинцы отличаются от русских. И знаете, сегодня я смотрел одно видео короткое. В окопе сидит парень, и он из земли в окопе прямо вырезает там человеческий вот такой портрет, силуэт он вырезает. Сидит талантливый человек, да, молодой, видимо, художник. И так сидит и наяривает. Там окопы чистенькие, опрятные, ухоженные. Ну, молодцы украинцы, молодцы, да. Так, все, подождите, тогда вы тут пишите, дальше почитаем. Кто не понимает украинский юмор, бавовна, это в переводе на русский хлопок. Русские называют взрывы у себя хлопками. Вот украинцы троллят их так. Бавовна, я думал, ну, взрыв. Бавовна, значит, хлопок. Да, я читал, думал, бавовна имеет, и думал, имеется в виду взрыв. Ну, хлопком, да, они называют. Если кто-то их взрывает, они это говорят сразу теракт. А если им не нужно это, они говорят хлопок. Даже находясь в Европе, нашу молодежь тянет в пропасть. Почему мы такие отчаянные? Всегда кидаемся в крайности, говорит Сирена. Не знаю, Хорзу. Потому что у нас нету информационного просвещения молодежи. Мы должны этим заниматься. Все должны заниматься. Вот обратите внимание, чеченцы, сколько симулякров блогеров уже запустили они. А где настоящие блогеры? Где чеченские настоящие блогеры? Да, почему с открытыми лицами не ведут свои блоги, почему не комментируют, не проводят разную аналитику, не приводят разные факты, доказательства. Это же каждый может сделать. И каждый чеченец это должен делать. И нас должно быть больше, чем агентуры, которые они заслали. А вот эта агентура, которая на территории фашистской России, их каналы разрешены, они вот спокойно ведут свою деятельность и дурят нашу молодежь. А мы сидим, бездействуем.
Надо выходить из тени, выходить. Да, это небезопасно, но что поделаешь, война есть война. Довели, Баркаласлам, все будет Ичкерия. Приветствую, Довели. Я где-то читал о боевой подготовке крашников, то есть никакой. Они должны за свои деньги пройти обучение, военную подготовку. Да, зрашен ты болбеш бешем. Я должен обачун шун бодик диза. Раскшен ты болба. Раскшен юхиваль Украине томба мууру. У меня в голове это не укладывается. Просто этого не может быть. Я не могу этого понять. Как можно, которые убили 300 тысяч тебя, да, тебя оккупировали, тебе деваться некуда, живи себе, ладно. Но идти в их рядах вместе с русскими воевать, ну это просто надо быть, я не знаю, абсолютно безнравственным человеком. Аслан, салам из Дагестана. Иншаллах, Дагестан и Ичкерия будут свободны. Даргинцы называют активных кавказцев, истинных кавказцев, эри-кам, что означает свободные. Салам, Нариман, салам, приветствую тебя. Тоже видела это видео, говорит Хорзом. Так, Хорзом, да хранит вас Вселенная, все мысли с вами. Гейтс, Украина, москаль некрасивый. Так, бавон это хлопок по-россиянски, ткань растения. А, хлопок, иншульдиго, понял. Хлопок. Вот оно в чем дело. Все, спасибо, что разъяснили. А я так автоматом читал и не обращал внимания, не задумывался. Джохар Дудаев символом інтелекту, сили та свободи. Він навіть виглядає як король, а це Вітя Кадиров як сравий приклад уродливого русского мира. Согласен с вами полностью. Кстати, Тойзан переводит тебе, Нариман тебе объясняет. Эри-кам может, скорее всего, перевод степные или кочевые. Хлопок. Все, я вас понял. Спасибо, Над. Спасибо всем, что подсказали. Так, давайте. Точно так же не. Ладно, мудрости вам. И тебе, Слава, привет. Из Ирпеня, привет. Огне, привет. Достоинство потеряли. Да. Кадыркины потеряли достоинство. Друзья, все. На этом я свой стрим заканчиваю. 107 минут. У нас стрим идет. Час 48 уже показывает. Всего самого хорошего, друзья. Постараюсь завтра тоже выйти. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюэль Маш Оль. До свидания.